В Ухте бездомные собаки вновь напали на человека, и, похоже, это уже не новость. Накануне Юрган рассказывал о происшествии в поселке Ветлосян, где от укусов животных серьезно пострадала 10-летняя девочка. На сей раз жертвой своры обезумевших псов стал молодой человек. У него рваные раны рук. Подробнее Александра Головина. Свору собак записали камеры наружного наблюдения гипермаркета «Азбука ремонта». Сам момент нападения остался за кадром, однако Юргану удалось взять комментарий у пострадавшего. Опасаясь проблем на работе, он попросил остаться инкогнито. Спускался, получается, со стороны Озерного в сторону Азбуки ремонта, выбежал 2 собаки. За ними еще следом, не знаю, штучек 5-6 я считал. То есть начал отходить назад, они были агрессивно настроены, укусили в руку. На правой руке, получается, 2 раны по одному шву, и на левой руке, получается, 1 глубокая на 3 шва. Это в порядке вещей уже как бы идет. Все знают, что там есть старая собака, которая тоже, сколько примерно, не знаю, может, где-то около месяца назад там загрызли девушку, типа, как бы ничего не предприняли, это, типа, вообще непонятно. 17 декабря в поселке УРМЗ бездомные собаки насмерть растерзали женщину и серьезно покалечили мужчину. Затем еще несколько случаев на стадионе 19-й школы. Накануне нападения на ребенка в поселке Ветлосян. И вот опять ЧП. Бесхозных собак не должно быть. Они должны быть усыплены. Это моя твердая позиция. И чем быстрее мы это сделаем, тем, наверное, в городе будет спокойнее. И очень бы хотелось попросить тех людей, которые вот так вот рьяно защищают, ну, раз такие вы любители этих животных, вы тогда приходите, вы посмотрите, где они обитают сворами, ну, заберите их тогда к себе или домой, или там в сарае. Мы готовы предоставить им помещение даже, чтобы они их содержали. Так мэр Ухты Магомед Османов комментировал смертельный случай 17 декабря, ссылался на несовершенство федерального закона и просил помощи у Госсовета. Спустя месяц он вообще воздерживается от каких-либо комментариев, ну а собаки продолжают грызть людей. Режим повышенной готовности, введенный мэрией накануне, предписывает обеспечить сбор информации о местах скопления бродячих собак и оповещении горожан об опасности. Полицейским при патрулировании рекомендуют обращать внимание на стаи собак, но полиция не будет их ловить, не в их полномочиях. Согласно закону о полиции, сотрудник имеет право применять огнестрельное оружие для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан. Но оружие может быть применено против животного лишь в том случае, если в данный конкретный момент от животного исходит реальная угроза причинения вреда здоровью и имуществу человека. При отсутствии такой угрозы применять оружие правоохранителям запрещается. По данным Минздрава Коми, в прошлом году в Ухте зарегистрировано 177 случаев нападения собак на людей. С начала этого года уже 15. Посчитали лишь тех, кто обратился с укусами в больницу. Очевидно, мэрия должна вернуть ситуацию под свой контроль, иначе проблемой могут заняться сами горожане. Жареный петух уже клюнул. Александра Головина, Павел Лагутин, телеканал Юрган.